Группировка «Исламское государство» опубликовала в интернете видеозапись, в которой угрожает развязать войну на Кавказе, в частности в Чечне. Заявление террористов прокомментировал Рамзан Кадыров. Он назвал их откровенными врагами мусульман и отметил, что боевики говорят только то, что им поручает хозяева из спецслужб Запада. Говоря о политической подоплеке событий, происходящих на Ближнем Востоке, глава Чечни заявил, что сами по себе боевики в Сирии и Ираке ничего из себя не представляют. Это бандиты, подготовленные и вооруженные США и Западом для уничтожения их руками сильных и богатых ресурсами исламских стран. Я уверенно заявляю, что от них никаких опасностей не представляет. И даже чеченский народ может быть спокоен. Не только чеченский народ, и народы Кавказа, России. Это очередной болтун. Получился у него там, так сказать, мечта сесть за штурвал, там, как у нас во времена Дудаева там стояли учебные самолеты, там, знаешь, такие, там, которые они летали, показывали чеченскому народу, насколько у нас сильна авиация. То же самое ему там, ну, так скажем, я тоже люблю играться на самолетах, там, я тоже управляю на пульте, хорошо получается у меня, и тоже моя детская мечта. Вот тоже этого человека, этого шайтана, там, осуществилась детская мечта, и он начал угрожать там, якобы России, Кавказу, в частности чеченскому народу, Чеченской Республики. Я официально заявляю, что таких мы много видели, мы там же с ними все, что нужно было, заканчивали, там, так сказать, на месте, где они есть. Я уверенно заявляю, вот, те люди, которые там угрожают для безопасности народа, мы с ними разберемся там же, где они сейчас есть. Они убивают мирных людей, они показывают, что они не являются мусульманами, что они не соблюдают Коран, сунну, саллаллаху алейхи пророка. Про них уже сказано во времена еще пророка. Пророк сказал, что их надо уничтожать, где бы они находились. Мы их уничтожали. Работники спецслужб Хаттаба, так сказать, Абу Валида, Абу Умар, Абу Аус, их много было у нас, так скажем, работники спецслужб Запада. Мы их уничтожили. И кто даже подумает, что можно приехать в республику или, скажем, на территорию России, мы их уничтожим. И абсолютно, я даже не знаю, почему подняли такой шум, почему так раздули все это. Это такой-то шайтан, знаешь, вот таких шайтанов много, их мы уничтожаем за эти годы и будем уничтожать. Это наша, так скажем, не просто там мы выполняем долг офицера, там, долг там, солдата, милиционера. Мы религиозно, убежденно делаем все это. Последователи пророка, мы соблюдаем сунну пророка, мы выполняем все его хадисы. Поэтому мы, исходя из религиозных соображений, уничтожали и будем уничтожать их. И они не являются мусульманами. Мусульмане не могут так поступать с людьми, и пророк так не поступал, и нигде не написано так, что так надо поступать, и будь он неверующий, будь он верующий, как можно, даже не знаю, как животных, даже невозможно так расстреливать. Я даже не знаю, вот, что у них за сердца, откуда они взялись. Да, действительно, там есть люди с Кавказа, с России, с других СНГ, там, наших союзных государств. Эти люди, мы их называем шайтанами, и я еще раз повторюсь, они никакой опасности не представляют для граждан нашей республики, для граждан России. Мы патриоты, мы, так скажем, пехотинцы, которые призваны уничтожать этих шайтанов, и мы это будем делать с удовольствием. И мы обеспечиваем безопасность в нашем регионе. Мы все знаем, что, где, как даже дышит. И поэтому любой, кто появляется, кто совершает даже намерение у него появляется, мы его уничтожаем. И будем это делать. Радикализм, экстремизм, терроризм, у нас такого больше никогда не будет. У нас есть конституции, у нас есть законы Российской Федерации, законы Чеченской Республики, есть свой флаг, герб. И поэтому все, что остальное для нас это новшество. Мы не признаем ничего. Кто даже смеет поднять голову, он больше никогда на этой земле не поднимет не только голову и даже не будет дышать, потому что безопасность населения для нас важнее всего. Мы много терпели. Первая кампания, вторая кампания, и мы, так скажем, хватит с нас. Мы хотим жить, мы хотим развиваться, строить новую экономику, промышленность развивать, образование, спорт, культуру. Нам нравится жить, соблюдая каноны ислама. Поэтому нам это в этом государстве Российской Федерации не запрещается, наоборот, нас призывает этому. Поэтому мы обязаны защищать это государство, народ Российской Федерации и жить, приумножать все, что у нас есть.
Рамзан Кадыров также сообщил, что отдал поручение установить личность человека, который угрожал безопасности России. Глава Чечни выразил уверенность, что он будет найден и наказан по закону. Мы уже этим занимаемся. С утра я дал поручение. У нас есть хорошие ребята, которые могут выдвигаться не только по России. И я дал поручение этого человека, его надо уничтожить. Он шайтан, он угрожает безопасности нашего государства, нашего народа. Поэтому я обещаю вам до скорого времени и с ним тоже покончим. Наше государство самое стабильное, безопасное государство. Нам не нужны знаешь, третьи силы, которые нас хотят поставить на колени. Итак, у нас ситуация непростая, экономическая, так сказать, блокада. А во главе нашим национальным лидером, верховным главнокомандующим, мы доказываем, что Россия была, есть и будет и великой державой. Поэтому с таким, знаешь, руководством и с такой, знаешь, мощью, нам не страшно ничего. С помощью Всевышнего мы будем оберегать нашу родину и уничтожать тех людей, которые угрожают целостности нашего государства.